Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В стенах Северо-Восточного федерального университета состоялся оригинальный праздник. Главным событием праздника стало подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса эссе «День рубля». Гость нашей студии Герасим Павлов, проректор по экономике и инфраструктуре СВФУ. Герасим Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Я уже рассказала про эссе «День рубля», да, вот этот всероссийский конкурс среди школьников и студентов вузов и колледжей. Расскажите, пожалуйста, нам об этом конкурсе подробнее. День рубля – этот праздник приурочен к профессиональному празднику Дня финансиста, который проходит у нас ежегодно 8 сентября. И в рамках данного праздника Дня рубля основным действием является вот эссе. Конкурс среди школьников и студентов на определенную тему. Этот конкурс проводится уже 9-й раз, и организаторами данного конкурса являются Ассоциация участников Совета по профквалификациям финансового рынка, Финансовый университет при правительстве, Министерство финансов, Банк России и Российский союз предпринимателей и промышленников. Нам дается определенная тема ежегодно, и на это определенные темы, там 5 тем, по этим темам участники выбирают и пишут свое мнение или свое мнение по этой теме. Надо сказать, что география довольно-таки широкая, более 40 регионов, более 3000 участников ежегодно участвуют в этом конкурсе. И мы, как регион, в этом году по поручению нашего главы Айсена Сергеевича участвовали впервые. И был создан оргкомитет, жюри. Участие в организации приняли Министерство финансов нашей республики, Министерство образования, наш университет, как региональный представитель Совета по профквалификациям финансового рынка, финансовый колледж имени Фадеева, да, региональный центр компетенций по финансовой грамотности. И в целом мы рассмотрели более 100 участников, более 100 работ. География тоже довольно-таки широкая, начиная от Милинского района, Верхневилюйск, Абыйский, Чурапчинский, все практически учреждения среднеспециального колледжа нашего города, наш университет. И в конце были выбраны 19 работ, из них 3 работы заняли 1-е, 2-е, 3-е место, и 1 работа была отмечена особым призом жюри, федеральным жюри. Вот. Кто победитель? Да? Победителем стал ученица 10 класса 26-й школы Хабибуллина Рената с темой «Безналичный и наличный расчет в современном мире». Тема, работа очень интересная, да, вот там рассуждается, что может ли исчезнуть там безналичный расчет, будут ли наличные деньги. И в конце там Рената делает вывод, что ничего не исчезнет, они между собой связаны. Одно дополняет другое. 2-е место заняла Черемкина Саргалана с работой «Будущего наличного рубля». Это студентка 1-го курса финансово-экономического университета, где она делает вывод, что вообще наличные деньги могут исчезнуть. Вообще могут исчезнуть в духе современного мира, там она может превращена в цифровую реальность. Все, там другого не может быть. Тоже очень интересный подход, интересное рассуждение. 3-е место заняла работа Кононова Германа «Деньги метавселенной. Место и роль рубля». И особый приз Илона Винокурова, ЕСХТ, тоже 2-й курс, у нее тоже эта тема. Там вообще, как бы молодежь говорит, там вообще трэш, да? Там что такое метавселенная, да? Это виртуальная реальность. В этой виртуальной реальности будут ли деньги? Там рубль может быть, не может быть. Допустим, там рассуждение идет такого уровня, что, допустим, ты сидишь дома на кухне, и в то же время ты гуляешь по Эрмитажу, покупая билет виртуально на рубли, слушая музыку, которую ты заказываешь виртуально на рубли. То есть это вот дополненные реальности могут быть еще и денежные средства. Вот такие вот работы у наших выпускников, наших участников. Очень интересные работы. И здесь надо отметить, что в этой всей вот этой работе организации данного конкурса особую роль приняли, скажем так, наши предприниматели.
наши предприниматели очень ответственные, социально ответственные люди. Да? Это вот Решка Вячеслав, там, ООО «Рекрут», это Тымырова Татьяна, там, «Мечты», «Сладкие мечты», там, компания, это «Акварель», компания, это вот «Виват», аптека и медуслуги, это и оно, там, спортивная жизнь, да, это и СВ Транс, которые там билеты продают. То есть мне показалось, что наши предприниматели, оказывается, очень социально активные люди. Они по первому там звонку оказали всемирную помощь в организацию данного мероприятия. Все работы, которые вы перечислили, очень интересные. Даже несмотря на то, что это победители, у каждого в итоге есть свое мнение. Да? Кто-то говорит, что наличные деньги исчезнут, кто-то говорит, что нет, они никуда не исчезнут. Есть еще третье место, но вы сказали, что есть еще особый приз. То есть победители, по сути, 4. Да, особый приз, особо жюри, именно вот жюри, которое создано в федеральном уровне, да, они отметили работу Илоны Винокуровой, да. Кроме вот 3, они отметили Илону Винокуровой именно вот с темой «Деньги в метавселенной». Вот это очень интересная работа. Мне вот, я уже несколько раз ее перечитываю, да, но никак не могу понять, видимо, возраст уже не тот. Да что вы, не наговаривайте. Но, кстати, хочется также вас спросить, каким вы видите будущее денег. Все-таки действительно технологии развиваются. Сейчас мы достаточно редко держим наличные деньги в руках. У нас все в гаджетах, да, все это виртуально. Какие перспективы или опасности могут ожидать? Я все-таки здесь, наверное, консервативен. Да? Наличные деньги все равно будут, да? Потому что каждая из этих форм, да, она влечет с собой свои плюсы и свои минусы. То есть мы же знаем, что вдруг исчезнет интернет, что-то случится, какой-то там технологический, какой-то там катаклизм, и ты не сможешь ничего сделать с виртуальными деньгами, то есть цифровыми деньгами. А наличные деньги, да, тут есть отрицательная сторона того, что ты их можешь просто потерять. Просто выпасть могут деньги, да, где-то с собой столько не возьмешь. Это неудобно, конечно, но при этом никакие, как бы, скажем, там, отключения электроэнергии или какие-то там уход там, интернета этому не грозит ничего. Поэтому одно дополняет другое. Да? Здесь я согласен с Ренатой Хабибуллиной, что ничего никуда все не исчезнет. Все будет, но они будут дополнять друг друга. А что вы можете посоветовать и какие советы вы можете дать обычным людям в условиях нынешней экономики? Как, например, планировать зарубежные поездки, ну или в целом какие-то крупные покупки? Здесь я, наверное, тоже как консервативен, да? Как представитель образовательной системы я могу сказать, надо вкладываться в себя или в образование своих детей. Вкладываться туда, что не теряет ценности. А знание не теряет никогда ценности. И вы всегда будете на высоте. Своими знаниями, умениями вы всегда заработаете тогда и в то время, когда вам это нужно. Сложно не согласиться. Действительно, стоит вкладывать деньги в свое образование, в свои знания. Какие задачи решает университет, участвуя вот как раз-таки в подобных проектах? Ну, университет участвовал в данном проекте как региональный представитель Совета по профквалификациям финансового рынка. То есть это наше мероприятие, да? Это наше мероприятие, мы там участвовали. Кроме этого, это наша третья миссия. Это служение обществу, да? Это третья наша миссия. И здесь, как мы, находясь в обществе, университет – это тоже часть общества, да? И находясь в этом обществе, университеты делают все для того, чтобы развивать это общество. Через своих выпускников, через деятельность волонтерскую, через какие-то социально значимые мероприятия. Мы таким образом меняем общество вокруг себя. Это третья миссия университета. А что дает университету статус регионального представительства отраслевых советов по профессиональным квалификациям? Какова его роль для нашей республики вот в этом статусе? Да, мы участвуем в советах по профквалификациям уже с 2018 года. И как образовательное учреждение, естественно, мы уже там находимся. Да? И качество нашего образовательного продукта, скажем, наши выпускники, напрямую связаны с Советом по профквалификациям. Что такое Совет по профквалификациям? Это ассоциация работодателей, которые аккумулируют знания, умения и навыки, которые необходимы для работодателей, которые необходимы для сотрудников, которые требуются у этих работодателей. То есть это нам нужно.
То есть мы, участвуя в этих советах, мы уже начинаем разговаривать с работодателями на одном языке, понимать их требования. И через них мы пытаемся актуализировать наши образовательные программы для того, чтобы они были интересны работодателям, чтобы наши выпускники более качественно трудоустроились. А зная их требования, их потребности в квалифицированных кадрах и привлекая к этому еще и свои результаты исследовательской деятельности, мы формируем потом все будущее. Это мы уже формируем опережающую наши квалификационные возможности наших выпускников. Расскажите о планах по вот как раз-таки этим социальным проектам университета в текущем году. Во-первых, в этом году, в 2023 году, наш университет планирует провести уже третий раз геостратегический форум, да, университет в геостратегических территориях. Это у нас такой большой форум. В этом форуме в этом году он пойдет под ключевой темой развитие через доверие. И в рамках данного форума мы планируем вместе с Госкомитетом по занятости населения, да, в республике провести дискуссионные площадки по развитию национальной системы квалификации, ее роли в развитии регионов. Это первое. Второе. В работе с работодателями мы планируем привлекать их в работе, более эффективной работе с профессиональными стандартами, в том числе и внутренней аттестации. Здесь надо отметить, что внутри университета мы сейчас проводим проект, еще не завершили, но на стадии завершения, о комплексной оценке персонала именно в области молодых исследователей. Кроме этого, здесь в университете созданы экзаменационные площадки, и мы предлагаем педагогам, специалистам финансовой сферы, специалистам офисных и административных работников пройти у нас подтверждение квалификаций. Получить подтверждение квалификации, свидетельство федерального образца и подтвердить свою значимость. То есть, что я могу, какая у меня квалификация. Не просто так, что мнение обо мне какого-то там руководителя, а мнение именно работодателей, да, вот через советы о моем квалификации. Вот это мы планируем провести в этом году. И в завершение еще хочется сказать, что в восьмом форуме национальной системы квалификации наша республика именно в области развития системы квалификации получила очень хорошую оценку. И наш опыт нашей республики, да, выступала руководитель Елена Виссарионовна Калашникова, руководитель Государственного комитета по занятости населения. И она рассказывала про наш опыт нашей республики. И он получил очень высокую оценку, наш опыт, и он был предложен для масштабирования по всей стране. И этим мы очень гордимся, потому что мы имеем частичку нашей тоже работы в этом, да, и мы считаем, что в этом направлении мы совместно будем продолжать работу. Это здорово, это самые хорошие, далеко идущие планы. Желаем развития университету и чтобы все поставленные цели обязательно были достигнуты. Спасибо большое, что пришли. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.